Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для скорпионов. Основные события мы посмотрим на Таро и работу, отношения, финансы и совет на Ленорман. Итак, первая карта. Основные события. В чем будет концентрироваться наша энергия на этой неделе. Выпадает карта старшего аркана «Смерть», трансформация. Посмотрим теперь отношения. 3 карты для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в ссоре. На работу 3 карты для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу и для тех, у кого свое дело. На финансы одну карту. Так, открыла я ее сразу, да? Ладно. И на совет тоже тогда ее открою. Итак, первая карта старший аркан. Карта «Смерть», которая говорит о том, что будет что-то важное происходить в жизни скорпионов на этой неделе. События из главных арканов обычно фиксированное, то, что уже созрело, и то, что нельзя как-то избежать, убрать. Карта говорит о том, что могут быть перемены во всем абсолютно. И в отношениях, и в работе, и в финансах. В общем, здесь все непредсказуемо. На то у нас и карта трансформации, а все происходит по этой карте неожиданно. Несмотря на то, что мы часто интуитивно понимаем, что нас ждет, мы все-таки отказываемся это принимать. И вот поэтому события, они и происходят для нас вот таким вот образом. Как бы нам кажется, что это случай, да, но на самом деле мы интуитивно понимаем, что сами создаем какие-то ситуации. Скорее всего, у нас перемены будут в нашей личности, да, то есть мы уже совершенно другой человек, и поэтому, если, допустим, у нас есть близкие, есть отношения, они это замечают, понимают и тоже меняются по отношению к нам. То же самое в деятельности, да, мы уже переросли, допустим, определенный какой-то уровень, то есть мы, может быть, уже лучшие профессионалы стали, и нам уже нужно на новый уровень выходить, и ситуация сама происходит, то есть жизнь сама дает нам возможность для того, чтобы все менялось. Ну и также в других сферах. Вообще карта это очень хорошая, потому что она говорит о том, что наконец-то затяжные какие-то ситуации начинают реализовываться. То есть наконец-то разрешаются вопросы, которые вот висели. Также карта еще может говорить о том, что если были какие-то болезни, если были какие-то моменты, связанные с законом, может быть, какие-то ограничения юридического характера, да, либо болезни какие-то были, то вот здесь вот выход намечается. Очень хорошо на этой карте видно, как солнце встает, да, то есть новое начало, новый день, новые возможности, и мы сами новые в этом дне. То есть жизнь не прекращается, просто переходит она из одного состояния в другое. Как был один день, а потом другой, да, вот точно так же наша жизнь трансформируется. Мы уже другие. И так как время нельзя повернуть назад, точно так же и наши ну, как бы ситуации, наши состояния, они уже не могут нас вернуть в прошлое. То есть прошлое уже все ушло, и никаким образом мы не можем ничего из него вернуть. Посмотрим, посмотрим, что ждет скорпионов, которые в паре. Здесь выпадает карта плеть. И о чем она может говорить? Здесь, скорее всего, будут ситуации, связанные с непониманием партнера. Скорее всего, мы будем видеть одну сторону проблемы, а партнер подразумевает совсем другую. И мы, как бы не разобравшись, можем там критиковать, да, в общем, как-то словом ранить, да, и, может быть, мы совершенно не поняли ситуацию, слишком рано стали судить, да,
И вот это может создать проблему, может создать конфликт. А карта говорит о том, что не нужно делать каких-то необдуманных решений. Вот по этой карте у нас идут какие-то сложные критические ситуации, когда нам, скорее всего, некогда подумать, нужно сразу принимать какое-то решение, либо как-то реагировать на ситуацию. И вот есть как бы такая ошибка, да, мы можем отреагировать неправильно, мы можем задеть партнера, мы можем испортить отношения, и это даже если мы помиримся, это все равно оставит след у человека, да, это вот прошлое, спина. То есть это все равно останется в памяти. Поэтому на этой неделе нужно особенно осторожно общаться со своим партнером. Тем более, смотрите, плеть здесь за спиной. То есть мы даже сами можем не думать, что мы так отреагируем. Тут единственное, какой выход может быть. Просто стараться как можно больше энергии вкладывать в деятельность, то есть с партнером как можно меньше контактировать, чтобы не было вот таких ситуаций неожиданных, когда мы не справились с собой и что-то колкое, резкое сказали человеку, обидели, сделали ему больно. Как бы мы потом ни пытались это исправить, это останется в его памяти, и уже даже если он нас простит, все равно это таким вот шрамом останется, да, очень это все будет болезненно. Поэтому нужно оглядываться на то, что происходит, да, нужно думать наперед. Если это невозможно, то лучше всего стараться из отношений акцент убрать на этой неделе и перенести в деятельность. Там, зарабатывание денег, решение каких-то вопросов, может быть, связанных с детьми. В общем, полностью нужно будет эту сферу сделать свободной, да, как можно меньше общения, чтобы не натворить дел. А теперь скорпионы, те, которые ищут партнера, выпадает карта звезды. Действительно может быть встреча с человеком, о котором вы давно мечтали. Это один вариант. Второй вариант – встреча просто во время прогулки вечерней какой-то, да, вот если смотреть на вот эту карту, здесь речка, огни и парочка по берегу гуляет. То есть можно просто познакомиться вот таким вот образом совершенно случайно. Также карта говорит о том, что может быть на этой неделе несколько возможностей, когда мы можем встретить человека. Карта говорит о том, чтобы мы не старались идеализировать людей, чтобы мы не старались искать сразу вот себе там мужа, жену, да. Нужно просто сначала заводить знакомство, а там уже видно будет, нужно вообще вам с этим человеком продолжать какие-то отношения или нет. Кроме того, это у нас карта открытого пространства. Значит, нужно обязательно выходить из дома. То есть от нас зависит, будет ли у нас какая-то возможность встречи или нет. Если мы остаемся в закрытом пространстве, в помещении, да, то нет. Если мы выходим из дома, если мы стараемся как бы с пользой проводить время, может быть, это, кстати, возможность реализовать свои какие-то способности, таланты, да, и вот можно встретить человека по интересам, да, то есть нужно обязательно проявлять инициативу, нужно обязательно выходить, нужно обязательно как бы проявлять свои какие-то способности, индивидуальность, показывать себя лицом и так далее. Для тех скорпионов, которые поссорились, да, а здесь карта клевер. Карта очень хорошая, говорит о том, что у вас очень легко получится помириться. Это карта исполнения желаний, да, это карта, когда нужно вести себя просто, естественным образом. Ни в коем случае не надевать какую-то маску, не нужно придумывать каких-то слов. Вот чем проще, тем лучше. Вот что на душе, то и должно быть на языке, да, то есть нужно как можно легче относиться вот к тому, что произошло. Не нужно слишком уж углублять вот этот конфликт. Самое главное, чтобы вы были собой. Если, допустим, вы чувствуете, что вы действительно виноваты, так нужно и сказать. Если вы чувствуете, допустим, что партнер что-то не так сделал, тоже можно сказать, но в самой такой мягкой форме.
Но в любом случае вот эта карта примирения, это карта, когда сама жизнь вам помогает помириться, то есть обстоятельства складываются наилучшим образом. Ну, тут, скорее всего, еще и с праздниками связано, да, когда у нас 14 февраля, вполне есть вот возможность воспользоваться случаем и помириться. А теперь для работы. Для тех скорпионов, которые имеют работу, здесь выпадает карта сердца. Если это применить к работе, ну, во-первых, карта говорит о том, что нам будет нравиться то, что мы делаем. Мы будем с удовольствием заниматься своей деятельностью. Также карта может говорить о том, что вот здесь у нас такие трубки, да, вот сколько входит энергии, деятельности, усилий и так далее, столько и выходит. То есть вот сколько мы вложим усилий, сколько мы вложим любви в свою работу, может быть, в общение, в сам продукт, столько у нас и будет результата, денег, признания и так далее. То есть здесь не получится просто проводить время, да, здесь нужно обязательно вот рассчитывать на то, вот чем больше мы хотим достичь, тем больше нужно вкладываться. И, конечно же, здесь не получится как-то равнодушно работать и зарабатывать хорошо, да, или решать какие-то свои вопросы. Нет, здесь только все в равновесии. Сколько мы вложили, столько получили. Для тех скорпионов, которые ищут работу, выпадает карта крест. И здесь очень хорошее такое сочетание, которое говорит о том, что действительно есть возможность встретить, получить работу, которая будет по сердцу. И вы это сможете интуитивно понять. Можно воспользоваться помощью. Скорее всего, есть в вашем окружении люди, скорее всего, женщины, да, которые могут вам помочь действительно решить вот этот вопрос. Может быть, для вас это и сложно, да, может быть, для вас действительно здесь проблема есть, да, с работой, с деятельностью, но благодаря людям, благодаря их хорошему отношению, благодаря тому, что вы не боитесь спрашивать, или, может быть, вы сами когда-то кому-то помогали, вот это может к вам вернуться, да, вот как раз помощь других людей придет, и вы сможете преодолеть вот эту сложную ситуацию. Скорее всего, вам тут не нужно на себя рассчитывать, а только на помощь со стороны. Вот благодаря какой-то сердечной помощи, благодаря неравнодушию других людей вы сможете решить этот вопрос. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта женщина. И здесь совет такой: нужно обязательно прислушиваться к своей интуиции. Нужно обязательно вот в своем деле, в своем коллективе, если вы с несколькими людьми работаете, да, или, может быть, у кого-то большой коллектив, нужно устроить такой, как бы, такое уютное место, где каждый бы чувствовал себя как дома, чтобы было комфортно, чтобы было уважительное, хорошее отношение к людям. Может быть, даже если у кого-то какие-то проблемы, да, вы можете помочь их решить. То есть все, что будет от вас исходить на этой неделе, вот ваша забота, да, она будет в конце концов вам на благо. То есть вы сможете вот благодаря тому, как вы относитесь к своим, к своему делу, к своим коллегам, к тем людям, с которыми вы работаете, да, вот все это, оно как раз определяет результаты вашего труда. Будет ваше дело развиваться, будете вы востребованы, будете вы получать достаточное количество денег и так далее, да, все вот это зависит от вас, от вашего отношения. То есть тут человеческий фактор самое главное на этой неделе. Здесь вот женщина стоит и ладошки развернула в сторону неба, да, то есть она чувствует ситуацию, она понимает, как себя вести, то есть у нее нет заранее придуманного рецепта, она просто старается понимать людей, она просто старается действовать в ситуации каждый раз вот по наитию. Давайте посмотрим финансы. Финансы для скорпионов на этой неделе выпадает карта букет.
Эта карта говорит о том, что, может быть, действительно будут финансы радовать. Скорее всего, будет даже больше приходить финансов, чем вы думали. Или, может быть, допустим, вы заранее делали какую-то работу, а сейчас придет вот только вознаграждение. Но также карта говорит о том, что может появиться какой-то источник финансов, который будет от чего-то, в общем, может от ваших талантов, способностей, да, может быть, это занятие чем-то связанным вот со сферой красоты, искусства, творчества, что-то, может быть, то, что вы очень любите, какое-то хобби, допустим, может начать давать вам прибыль. Кстати, вот эта карта у нас под 9 номером. То есть эта карта говорит о том, что есть возможность действительно добавить что-то, может быть, улучшить уже то, что есть. Допустим, у вас уже как бы прибыль есть, вы уже зарабатываете, у вас уже есть зарплата. Но вот карта говорит о том, что вы вполне можете как-то обновить эту сферу, улучшить ее, увеличить, сделать ее более стабильной, более радующей вас. Также карта говорит о том, что, скорее всего, будет вопрос финансов зависеть от женщин, потому что у нас как бы цветы, они больше связаны с женщинами, да, и здесь у нас вот, допустим, карта для тех, кто своим делом занят, она тоже женская, и карта для тех, вот, кто работу уже свою делает, да, то есть имеет работу, работает по найму. Здесь тоже у нас карта сердца, то есть у нас все здесь больше эмоций, больше вопросов, связанных вот именно с восприятием людей, с дружбой, хорошим отношением, да. Вот, скорее всего, это и влияет у нас на деньги, да. То есть вот, может быть, даже с женщинами больше связан наш доход, либо от них зависит. А теперь совет. В совете выпадает у нас собака. Карта говорит о том, что нужно рассчитывать на свое окружение. Не нужно брать все только на себя. Не нужно стараться как бы быть везде и сразу. Вот здесь вот у нас карта изображает собаку, которая вот в лесу находится и смотрит вот в сторону, да. Что это может значить? Это значит, что наши близкие, наши друзья, может быть, остаются без нашего внимания, да, может быть, мы слишком мало уделяем им как раз того самого времени, да, нам его, возможно, не хватает, но карта говорит о том, что нужно находить это время, нужно благодарить их за то, что они у вас есть, за то, что они вам помогали когда-то, да. В общем, здесь действительно наши друзья, наши близкие, они требуют нашего внимания. И мы должны его на этой неделе обязательно им дать, выкроить время для того, чтобы им уделить. Вот здесь у нас собака также смотрит вправо, да, в будущее. То есть, как мы поведем себя на этой неделе, так будет у нас развиваться, вот наши дружеские отношения будут развиваться в будущем. То есть, скорее всего, вот какой-то критический будет момент. Может быть, кстати, наша помощь потребуется нашим друзьям. Да? Может быть, это не только наше внимание и благодарность, а может быть и помощь. Может быть, какой-то важный решается вопрос для их будущего. Также карта говорит о том, что вся наша сила, вся наша вот удача как раз вот в тех людях, которые с нами рядом. И мы должны это понимать, мы должны это ценить. И если мы даже вот как бы это знаем, но молчим об этом, мы уже делаем ошибку большую. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы все только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, до новых встреч.